Всем привет! Меня зовут Луценко Аделина. Я выпускница НИШ физико-математического направления города Алматы 2018 года. Сразу после выпуска из НИШ я поступила в Венгрию, в университет Дебрецена, на специальность профессиональный пилот. Я училась на гранте стипендиум Хангарикум, который полностью покрыл стоимость обучения и выделял мне ежемесячную стипендию, которая покрывала часть моих ежедневных расходов. Прежде всего, профессия у меня довольно специфичная, поэтому выбора вуза особо и не было. Но почему я решила подать на грант Венгрии и поступить именно туда? Во-первых, так как он, как я уже сказала, покрывал полностью обучение. Во-вторых, мне очень хотелось учиться за границей. Для меня в приоритете было обучение на английском и получение высшего образования степени бакалавра. На трудности, препятствия я смотрю не как на неудачи, а как на сигналы от жизни, что, возможно, мне нужно поменять немножко направление, поменять курс, посмотреть на другие возможности вокруг себя, потому что, возможно, что-то лучше ждет меня за горизонтом. Поэтому я всегда сохраняю позитивный настрой, продолжаю идти к цели и не сдаюсь. Профессия у меня довольно специфичная, и я часто получаю сообщения от ребят в Инстаграме, по WhatsApp, кто хочет поступать на пилота, они обращаются ко мне, чтобы узнать, как это происходит, куда лучше поступить, просят совет, рассказать немножко об обучении. Поэтому, если среди зрителей есть желающие поступить на пилота, я буду рада проконсультировать, дать информацию настолько, насколько я ей владею, чтобы помочь найти программу обучения, подходящую вам. Я уже второй год работаю в Академии гражданской авиации пилотом-инструктором визуальных полетов. Моя работа здесь началась с обучения на инструктора. АГА отправили меня, моих коллег, на обучение в Испанию, в BA тренинг, где мы получили сертификат инструктора, налетали 30 часов обучения, и после них мы вернулись в Казахстан, Тарас, для того, чтобы летать со студентами на одномоторных самолетах Тэкнам 2002. В своей жизни я поняла, что у меня два призвания – это авиация и преподавание. И мне очень нравится, что в моей профессии я могу совмещать их, я могу обучать студентов, работать с ними, наблюдать за их прогрессом, видеть, как они точно так же становятся молодыми авиаторами, и тем самым улучшать собственные знания, расти профессионально в своей любимой сфере. Я действительно нашла себя в авиации, потому что я с детства очень люблю самолеты. Я не понимала до 16 лет, чего я хотела в этой жизни. Я знала, что хотела путешествовать, что хотела летать на самолетах. Это желание в итоге переросло в мечту стать бортпроводником. Но позже, когда я дальше задумалась о том, почему я хочу именно летать, после дискуссий с родителями, о том, чего я хочу, кем я вижу себя в будущем, мы пришли к выводу, что, возможно, профессия пилота подойдет мне больше. И тогда, как только эта мысль впервые прозвучала в нашем доме, я
поняла, что да, действительно это так, мне очень понравилась мысль, и с тех пор я медленно, но верно иду по карьерной лестнице пилота, так скажем. В этом году мы совершили первые в истории Казахстана учебно-тренировочные полеты полностью женских экипажей. Это очень важное достижение для Казахстана, для авиации Казахстана, так как девушки в авиации по сей день сталкиваются с стереотипами, сталкиваются порой даже с дискриминацией. И я, будучи девушкой, не безразлична к этой проблеме, поэтому для меня было очень важно, чтобы наши девочки полетали также и со мной, чтобы они понимали, что нам доверяют, нас воспринимают как равных профессионалов. И я очень горжусь девочками, что они прошли такой путь, добились своих целей, пришли к своей мечте. И я надеюсь, что в будущем мы увидим больше девушек-студенток у нас в Академии гражданской авиации. Плюс работа инструктора в том, что ты постоянно улучшаешь свои знания за счет того, что ты передаешь знания студенту, тем самым повторяешь, освежаешь свои старые знания и зачастую даже учишь для себя что-то новое. Мой план на будущее – это продолжать учиться, продолжать работать, летать, узнавать больше, видеть дальше и передавать свои знания следующим поколениям авиаторов Казахстана и всего мира. Поддержание профессионального уровня пилота состоит как в самообучении, постоянном повторении старых тем, нахождении новых, так и в ежегодных летных проверках, ежегодных тренажерных проверках. Мы периодически проходим экзамены, бывает на тренажерах, бывает на настоящих самолетах. Это проходит с экзаменатором, и там мы подтверждаем, что наши навыки соответствуют стандартам. В летный сезон инструктора находятся в городе Тарас, где находится наш аэродром базирования. Это международный аэропорт Аулия-Ата. Там мы летаем со студентами на самолете Текнам 2002. Это легкий учебный одномоторный самолет. Наша задача как инструкторов состоит в том, чтобы студент подготовился к полету, а затем во время полета закрепил свои старые навыки и начал изучать какие-то новые. Конечно же, прежде всего инструктор отвечает за безопасность полета. Безопасность полета – это всегда наш приоритет номер один. Будучи инструктором, мы должны думать как за безопасность самих себя, так и за безопасность студента. В среднем мы налетываем от 50 до 80 часов в месяц. И, конечно же, каждый полет – это подготовка как инструктора, так и студента. Это всегда домашнее задание, которое студент должен выполнить. Прежде всего, самоподготовка, а затем инструктор должен проверить, что студент готов к полету, после чего студент допускается на борт, проводится осмотр, и мы взлетаем на наш учебный полет. Учиться на пилота было нелегко. Бывали и трудные моменты, когда казалось, что ничего не получается, что, возможно, это даже не мое, но всегда приходишь обратно к осознанию, что нужно продолжать идти дальше, бороться, учиться, готовиться, и трудности постепенно преодолевались, и сомнений о том, что это мое, это то, чем я хочу заниматься, у меня не было никогда. Даже когда было очень трудно, даже когда было, возможно, где-то страшно, сомнений не было. Всегда хотелось понимать больше, всегда хотелось чувствовать себя профессионалом своего дела, поэтому останавливаться было абсолютно нельзя. Очень вдохновил меня мой инструктор на втором курсе, когда я училась. Его зовут Чапа Давид. Это очень опытный, очень мудрый пилот с
опытом работы на Airbus 320 в компании Wizz Air. Сейчас он летает на самолете Falcon 8X, то есть это чей-то частный самолет. Чаба очень кропотливо относился к своей работе, у него были очень высокие ожидания от студентов. Он для меня до сих пор эталон, пример, каким должен быть настоящий пилот. В своей работе я всегда вспоминаю Чабу, думаю о том, как бы поступил он, чего бы ожидал от меня он. И я до сих пор даже поддерживаю с ним связь, делюсь с ними своими достижениями. То есть для меня он такой, как ролл-модел, можно сказать. Во время учебы именно Чаба научил меня думать как пилот. Я всегда буду за это ему благодарна, и для меня очень важно, чтобы он гордился мной в какой-то мере. Поэтому каждый раз, когда у меня что-то получается, я стараюсь ему об этом написать, чтобы он знал. И когда у меня возникают трудности, я тоже пишу ему, чтобы узнать, получить совет, узнать, как бы он поступил. И для меня вот именно он является таким эталоном, примером настоящего пилота. О Ниш у меня только хорошие воспоминания. Люблю вспоминать то время. Вообще считаю одним из своих самых больших достижений в жизни то, что я поступила в Ниш, потому что благодаря диплому Ниш, благодаря тем знаниям, тому опыту, который я получила во время учебы в школе, я смогла стать тем человеком, которым являюсь сейчас. Не могу не упомянуть моего учителя по математике Калкулова Саидхаджу, потому что это тот учитель, который действительно открывает математический потенциал в своих студентах. Мне всегда очень нравился структурированный подход Калкулова к его занятиям. То есть каждый урок начинался с записи темы, с записи какой-то базовой теории, с примера решения задачи, а затем уже в практике по нарастающей сложности. То есть, приложив достаточно усилий, любому студенту всегда была понятна тема, и от того, что ты понимаешь тему, она становится тебе интересна. И я такой же подход, такую же концепцию теперь применяю и в своей преподавательской практике. Для меня важно, чтобы студент четко понимал свою задачу, какую-то теорию, которую мы изучаем. И, собственно, как это повлияло на меня. Для поступления на пилота мне нужна была математика. Благодаря преподавательской методике Калкулова, благодаря его усилиям, которые он приложил для того, чтобы на его уроках всегда было интересно, мне очень был интересен предмет математика, мне всегда было понятно, и при поступлении в университет на пилота у меня не было никаких сомнений, что я сдам вступительный экзамен, потому что я знала, что я хорошо понимаю предмет. Это очень мотивировало. Я до сих пор люблю математику, люблю объяснять математику тоже точно так же. И за это я всегда буду благодарна Калкулову Саидхаджи. Самым ярким годом обучения в Ниш для меня был 9 класс. Первый год, когда я только поступила в Ниш. Было очень весело, интересно. Это были новые одноклассники, новая школа, все новое. Я была безмерно счастлива обучаться в Ниш с такими классными ребятами. И видя новую программу, трехязычие, новый подход к преподаванию языков, все это было настолько ново, настолько, даже можно сказать, иностранно, что у меня первый год были просто супер положительные эмоции каждый день, когда я шла в школу. И кроме того, перед каждым мероприятием школьным мой класс
всегда готовил какой-нибудь флешмоб. И тоже было очень интересно в них участвовать. Репетиции, концерты. Это был очень яркий, полный эмоций, насыщенный год. Люблю о нем вспоминать и даже немножко скучаю, можно сказать. Самыми полезными навыками оказались, наверное, математика, английский язык. В нише очень классно преподаются языки в том плане, что нет зубрежки правил, каких-то слов, а идет сразу практика использования языка. Я очень хорошо подтянула свой английский в нише. Мне хватило его для того, чтобы поступить за границу. И навыки критического мышления, они применялись везде у нас, что на уроках языка, на уроках математики, искусства, экономики, абсолютно везде. Я такой подход к обучению видела только в нише, и я думаю, наверное, это один из самых важных навыков, который развил во мне ниш. Вообще, обучаясь в нише, любой студент начинает видеть мир по-другому. Наверное, самым большим источником стресса в школе для меня была дорога до школы. Она занимала много времени, и после дороги домой со школы было очень мало сил на домашние задания. Но всегда приходилось садиться за уроки, делать домашние задания, работать над проектами, писать какие-то работы, сочинения, эссе. Это все также часть жизни. Готовишься к вот этой постоянной нагрузке. Не то чтобы это плохо, наверное. Как бы the only way out is through. Единственное, что можно в этой ситуации сделать, это не лениться, работать. Но прежде всего, несмотря на нагрузку, несмотря на количество заданий, которые задали, никогда нельзя умалять важность сна. Совет, который я могу дать нынешним ученикам: не пренебрегайте сном. Даже если у вас горит проект, даже если завтра важный тест, не выспавшись и потратив всю ночь на учебу, результат лучше не станет. Нужно высыпаться, нужно давать организму отдохнуть, перезарядиться. Поэтому ни в коем случае не забывайте о здоровье. Здоровье всегда в первую очередь. Большая благодарность Niche Alumni за то, что помогают выпускникам поддерживать связь друг с другом, делиться знаниями, опытом, а также поддерживать будущих выпускников ниш. Это огромная работа, и она очень важна для того, чтобы следующее поколение выпускников знали нас, их предшественников, знали, к кому обратиться за помощью при поступлении. Поэтому я надеюсь в будущем продолжать работать с вашими проектами, с нашими проектами. Надеюсь также участвовать в мероприятиях Niche Alumni. Поэтому еще раз большое спасибо. И я надеюсь, мы еще увидимся.